Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Что вам по судьбе на ближайшей неделе? Что вам по судьбе в ближайшие 7 дней? Пожалуйста, мои дорогие, если тема интересна, настройтесь на мое гадание. Посмотрите на песочек мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Что мне по судьбе на будущей неделе? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, что вам по судьбе на будущей неделе. Что нужно знать, на что обратить внимание. Так, ну что, мои дорогие. Неделя активная, неделя бодрая и неделя важных решений, важных поступков. Потребуется от вас очень много внимания. Внимание — это прям главное слово на эту неделю. Не пропустите ничего важного. Обращайте внимание на все мелочи, на все даже там случайные какие-то даже слухи, понимаете, вот на всю информацию, которая будет приходить в вашу жизнь. Здесь идут возможности, но они идут скрытыми. Много возможностей, много шансов, но скрытых. Вам нужно быть прям, знаете, как ушки на макушке, да, и держать нос по ветру. Не упустите, не пропустите. И что бы ни происходило, да, чем бы сильно вы заняты не были, не упустите именно в вопросах работы, финансов и каких-то вот выплат, что ли, достижений. Я вижу денежки, которые вокруг вас ходят, плавают, летают, бегают, но они не запрыгивают вам в карман. Вы должны сами за ними побегать, ухватить, получить. То есть такой момент происходит. Так, ну я начну по порядку. Во-первых, на работе. На работе у вас начнутся дела важные. Вот как-то на вас много всего обрушится, да, что-то нужно будет поактивничать, а желания я особого не вижу у вас. Да, но придется через силу, то есть раскачка будет долгая, то есть 2 дня вы будете раскачиваться, потом вы будете прям нагонять, и уже ближе к концу недели сможете немножечко вот прям выдохнуть. Даже у кого-то может быть ситуация, что домой придется брать работу, чтобы, ну, не отстать там по графикам и действительно все сделать вовремя и сделать правильно. Знаете, вот как-то сложно вам будет войти в рабочий график. Я вижу, что вы прям немножечко как говорите: вот, не хочу, опять на работу, не хочу, все. Пожалуйста, посерьезнее отнеситесь, потому что очень важно вам быть на правильной волне и не совершать ошибок, быть активным человеком. Здесь, знаете, будут такие моменты, что кто-то к вам будет приходить и будет у вас что-то спрашивать, с вами какие-то странные разговоры будут проводить, да, на работе. Вы будете удивляться и отнеситесь к этому серьезно. Вот не удивляйтесь, отнеситесь серьезно. Это какое-то испытание, это какая-то проверка. Это результат этой проверки вы получите даже не в этом месяце, а немножечко позже. И очень важно, насколько вы активно себя покажете. Ну, например, подойдет вам ваш руководитель и спросит: а вот что ты думаешь о той и той теме, да? А вы скажете: ой, да, я ничего не знаю про это, да? И человек скажет: ой, ну, значит, и так и надо, да, человек ничем не интересуется, ничего не хочет знать. А если вы начнете там излагать все свои мысли, даже особо не разбираючись в теме, но вы покажете свой энтузиазм, очень хороший может быть результат из этого. Кстати, может быть еще момент, что вас будут расспрашивать о других людях, да, как вы относитесь к тому человеку, либо к этому человеку. И очень важно, чтобы вы максимум толерантности проявили при разговорах, потому что тоже вас будут вот прям проверять на то, насколько вы, например, можете быть руководителем, да, насколько вы человек, скажем, бесконфликтный, либо человек, который может видеть в людях их узкие места. Вот этот момент будет очень четко у вас проходить. По поводу денежки. Ну, денежка у вас есть, ее, конечно, немножко, но
Не голодаете, не голодаете, вам как бы хватает на жизнь, но хочется еще больше. Хочется, но вы при этом почему-то ничего особо не делаете. У вас ну прям перед носом, да, есть какой-то вариант, есть какая-то возможность. Вам, может быть, даже неоднократно о ней говорили, но вы почему-то вот прям, ну, туда голову не поворачиваете. Присмотритесь, да, присмотритесь. Что-то есть, что от вас скрыто. Даже не скрыто, а на что вы не обращаете внимания. Послушайте ваше окружение, что говорят люди, что вам советуют, что вам рекомендуют. Потому что есть возможности, причем даже несколько возможностей, как бы вам там дополнительно заработать, либо как себя прокачать, но вы почему-то нет. Вам очень важно открыть эти возможности, потому что они действительно улучшат вашу жизнь и улучшат ваше финансовое положение. Вот прям как хотите, да, вот прям присматривайтесь, принюхивайтесь, вот кто что может, да, кто на что гораст. Вот где-то рядом что-то есть, а вот никак вам не дается. Не дается и все. Знаете, вот у вас как-то скопилось какого-то негатива, от кого-то вы хапанули негатива, и вам этот негатив немножечко как по жизни мешает, да? Вот у вас усталость идет, усталость, разбитость, апатия, что-то вот вам, ну, как не здоровится, да, вроде такое самочувствие, как будто бы состояние, несостояние, да, что происходит, непонятно. Здесь очень важно себя почистить немножечко, хотя бы чистку провести, да, может быть, 2-3 на неделю, вы почувствуете себя лучше. Вот как будто бы спите, не высыпаетесь, как будто бы вот, ну, как скачали с вас всю энергию, да, опустошили вас, и вы вспомнить не можете, кто. А я вам скажу, это сделала женщина. Женщина, которая накануне, ну, там слишком сильно вам в глаза заглядывала, запрыгивала, рассказывала много о своей жизни. Такая говорливая женщина. Она вас, во-первых, поглазила очень конкретно. У вас что-то новое, красивое на вас было. Вот как вы выглядели свежо. Она вам, кстати, комплимент делала, да, либо на одежду на вашу комплимент сделала, либо на ваш внешний вид. Вот она вас просто поглазила. И тем она вас выпила. Она с вами какой-то долгий разговор вела и с вас прям скачала энергетику. Это, кстати, может быть кто-то даже из родственников. Так что, понимаете, с вас просто скачали. Нужно почиститься обязательно и прям постарайтесь водички побольше попить. Да? Если у вас есть святая водичка, прям попейте ее. Вам поможет. Так, у вас будут разговоры с вашим любимым человеком, с кем вы в отношениях, в паре, в браке. Отношения тут будут обсуждаться планы, я не знаю, какие-то поездки, переезды, может быть, покупка чего-то. Будете обсуждать, главное, не поругайтесь, потому что мужчина будет прям, я не знаю, азартный очень, да, очень так будет пробивать свои какие-то мысли, а вы, ну, вы все правильно понимаете, вы правильно мыслите, у вас очень такое рациональное мышление, но тем не менее, да, мужчина постарается, чтобы последнее слово осталось за ним. Я вам посоветую так: соглашайтесь, да, а дальше посмотрите, как будет. Вот. Главное, не провоцируйте скандалов и каких-то тяжелых положений. От этого нужно обязательно уходить. Так, для тех, кто не в отношениях, но кто живет в семье, то же самое, возможно, какие-то споры, выяснения с доказательствами, да, среди близких людей, да, там, может быть, с родителями, может быть, с детьми, то есть какие-то вот пойдут именно спорные ситуации. Еще раз говорю, лучше соглашайтесь, а потом по факту действуйте. Очень важно вам не конфликтовать с близкими людьми на этой неделе, потому что конфликты могут стать затяжными. А зачем вам затяжные конфликты? Не надо. Вам нужно, чтобы все было хорошо. Так пусть и будет. Так, еще момент. Для тех, кто в поиске, кто вот в поиске партнера. У вас здесь, ну, встречи будут с людьми, скорее всего, уже вами знакомыми. И какая-то вот неожиданная встреча произойдет вот к самому концу недели с человеком, который уже вами был либо любим, либо в отношениях вы были с тем человеком, либо с тем человеком вас что-то связывало, да, может быть, вместе учились, вместе работали. Вот интерес появится, какое-то случайное свидание, и прям такой интерес, вы друг к другу загоритесь. Такой момент происходит. Вот. Общение в интернете будет очень легкое у вас с кем-то, и в то же время, знаете, вот какой-то опыт придет. Не знаю, на какого-то человека странного вы попадете, с кем вы получите какой-то опыт новый.
опыт именно в общении идет. Так. Хорошая новость к вам прилетит такой огромной птичкой. Очень хорошая новость издалека. Новость, которую ждали, на которую надеялись. И новость, которая вас просто, вот я не знаю, окрылит. Уж чего она будет касаться, я тоже не могу сказать. Но тем не менее, прекрасная новость. Также получите новость от человека, который очень далеко от вас находится. Тут между вами, я не знаю, тут и года, и километры. С этим человеком будет какой-то даже разговор, либо переписка. Удивит приятно. Так, еще момент в собственном доме. Вам вообще как бы на голову свалится несколько людей. Уж не знаю, то ли родственники ваши, то ли друзья. Вот как-то прям под вечер к вам завалятся, да, и вы просто в какой-то ситуации, что вы растеряетесь. То ли у вас ничего дома не будет, то ли, не ждали, да. Вы там, например, решили спать пораньше лечь, и тут к вам гости заявились. Честно скажу, здесь очень важно сказать прямо людям, потому что если вы будете там видом показывать, что они вам неприятные, что они не вовремя, то они могут обидеться. А если вы честно скажете, что извините, у меня плохое самочувствие, от этих людей вы услышите только лишь слова поддержки и благодарность за прямоту. Да, вот такой момент происходит. То есть, как бы гости такие нежданные, но тем не менее, да, лучше прямо говорите, как есть. Смотрите, еще я вижу, что вам что-то будут предлагать на этой неделе. Вам будут предлагаться по выгодной цене что-то купить, приобрести. Это может быть через, через интернет, либо кто-то вам будет воочию предлагать. Будьте аккуратны, потому что предложение не совсем выгодное. То есть оно может выглядеть очень привлекательно, но по факту, когда вы начнете разбираться, поймете, что ничего хорошего там нету, и цена даже может быть завышена, чем, в местах для продажи. Да, вот такой момент даже может происходить. Вот. Так что перепроверяйте все цены, которые вам будут предлагать. Если купите, потом проверите, да, можете вот в какое-то даже сожаление впасть. Так. Еще важный момент у вас идет по дорогам. Дороги у вас путанные идут. Путанные дороги связаны с тем, что вы немножечко будете рассеянным человеком, особенно первые 2 дня недели. Вот у вас прям, не будете себя прям из-под палки заставлять что-то делать. Да? Если вы работаете, то будете заставлять себя идти на работу. Если у вас какие-то дела важные, тоже будете себя заставлять. То есть какой-то момент, вот потери сил, да, я вам сказала, что нужно почиститься, но тем не менее, вы можете что-то забывать, вплоть до того, что какой-то даже элемент одежды вы можете забыть, да, и вам придется то ли возвращаться, то ли вот как, знаете, дорога туда-сюда будет, обратно, что-то забыли, вернулись, там на следующий день нужно ехать. То есть обязательно старайтесь накануне выхода, да, из дома хотя бы проверять все основные аспекты, что вам нужно. Там взяли вы там кошелек, там карточку, очки, там, часы, телефон, да, все проверяйте. Прям список себе напишите и на дверь прям повесьте, да, чтобы перед выходом вы все проверили, да, и там обязательно напишите себе там сфотографировать плиту, кран, да, сфотографировать, не забыла ли я там выключить утюг. Вот эти вещи, потому что дороги вот какие-то туда-обратно идут, да. От этого, конечно, можно уйти, поэтому я вас предупреждаю. Так, в целом, еще раз хочу подвести итог. Неделя неплохая, начало недели будет немножечко скомканно, сбито, но тут, знаете, все от вас зависит, да, насколько вы себя сможете смотивировать и заставить. Поработать придется вам, причем достаточно в таком авральном режиме, но тем не менее вы совсем справитесь, вы все свои хвостики подтянете. Что касается отношений, то ни с кем не ругаемся, соглашаемся, а время покажет. Да? То есть не нужно там биться в кровь и доказывать свою правоту, лучше согласиться, а потом уже обстоятельства все поставить на свои места. Об этом всегда помните, ни с близкими, ни с любимыми, чтобы вы не ругались особо. Негативчик, который у вас тут хапанули, с вас энергетики, нужно, во-первых, залатать, почистить себя немножечко и пополниться энергетикой. Это обязательно нужно делать, потому что у вас не хватит вот вам энергетики, и не дай бог, можете еще из-за этого приболеть. Да, вам обязательно нужно восполниться. Если нет у вас никаких возможностей, то хотя бы пейте воды побольше, потому что вода, она очень хорошо очищает, да, и она
ну, мы состоим из воды, да, это наша есть энергия, это наш жизненный ресурс. Пейте водичку, если есть у вас святая вода, то немножечко добавляйте, да, по ложечке буквально, и пейте. И будет вам хорошее состояние, и будет вам благо. Так, мои милые, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.